Мы сегодня проводим наш семинар региональный, да, со всеми вещателями и кабельщиками из юга Республики Молдовы. У нас их два таких семинара состоится сегодня в Камрате, завтра мы в Бельцах тоже проведем такой же семинар, в котором мы в более широком формате встречаемся со всеми радиовещателями, с кабельными операторами. И мероприятие, на котором мы можем обсуждать все актуальные и важные вопросы по поводу развития аудиовизуального рынка, развития информационных технологий, о изменениях в законодательстве, а также и о реалиях и перспективах наших вещателей в будущем. Если попытаться разделить всех радиовещателей в области телевидения на три группы, то я бы разделил их следующим образом. Тех, которые желают попасть в один из национальных мультиплексов, то есть с национальным покрытием. Тех, которые желают попасть в региональный мультиплекс, и тех, которые вполне удовлетворяет ситуация находиться исключительно в кабельных сетях. Тем более, что кабельные сети у нас развиваются очень бурно. Достаточно сказать, что Молтелеком практически имеет сети в каждом селе Республики Молдова. Значит, группа 3, естественно, не нуждается ни в каких рекомендациях. Они, значит, в их деятельности ничего не изменится. Представители первой группы, им можно порекомендовать, значит, улучшить свое материальное финансовое положение и обеспечить формирование цифрового сигнала в той форме, которая приемлема для цифрового мультиплекса. Таким образом, они будут готовы чисто технически войти в этот мультиплекс, и им останется после его постройки подать на конкурс, победить и участвовать. Тем более, что многие кишиневские радиовещатели уже имеют такой опыт, то есть участвуют в пилотном проекте ДВБ-Т2, который функционирует уже много лет в Кишиневе. Но самым важным и самым, скажем так, непредсказуемым в настоящий момент времени является ситуация группы 3. То есть это региональные вещатели, которые в случае прекращения аналогового вещания имеют только два выхода. Или попасть в мультиплекс региональный, или остаться в кабельных сетях. Или, может быть, чего очень не хотелось бы, значит, просто прекратить существование. К сожалению, европейская практика показывает, что во многих странах такое явление имело место, и многие вещатели регионального уровня прекратили существование. Поэтому, что можно порекомендовать вещателям? В первую очередь, конечно, дело касается строительства мультиплекса. Если на национальном уровне первые два мультиплекса будет строить государственное предприятие радиокоммуникаций, то на региональном уровне это абсолютно не определено. Здесь больше вопросов, чем ответов пока что, но поскольку мы находимся в столице Гагаузии, Камрате, могу сказать, что Камрат находится в более привилегированном положении, поскольку он имеет гораздо больше вещателей на единицу территории, чем остальные. У нас есть регионы, где вообще нету, в том же Кахуле, большой город, но там нету ни одного радиовещателя местного. Поэтому нужно, мне кажется, обязательно ассоциироваться. Основой для ассоциации может, наверное, быть все-таки общественное телевидение ГРТ. Это лично мое мнение. Значит, нужно каким-то образом объединиться и построить мультиплекс. Если хорошо рассчитать бизнес-план, то мне кажется, что можно даже в конечном итоге оказаться в выигрыше, в том числе и финансовом. Ну, в первую очередь это касается благодаря тому, что ГРТ располагает целой сетью вышек, а это уже значительная часть, значит,
в постройке мультиплекса. Конечно, необходимо поработать и над сеткой вещания, поскольку даже при наличии мультиплекса лицензию получит тот, кто этого заслуживает. Поэтому нужно совершенствовать свою сетку вещания, работать над созданием собственных программ, в первую очередь на гагаузском языке, консолидировать финансовые ресурсы и договариваться